Всем ассаламу алейкум. Сегодня произошла такая интересная ситуация. Сегодня пятница, и я был в своем родном селе, в Старом Навалаке, и я пошел сделать пятничный намаз. У нас две мечети в селе. Якобы одна чеченская, одна лакская. Лакская мечеть, так скажем, не функционировала. Там был ремонт. И я решил пойти в чеченскую. Я не вижу никакой разницы. Чеченская, лакская мечеть, непонятно, какое-то разделение идет. Я решил пойти, и там имам читает хутбу на чеченском языке. Мне стало интересно, я спрашиваю, почему он читает на чеченском, почему не на русском. На что мне отвечают, там старейшины запрещают ему, там он не знает русский язык и так далее. Хочу напомнить, что в этой мечети сегодня были и аварцы, и лакцы, и чеченцы. Почему этот вопрос не поднимается? И это не сегодняшняя проблема, это несколько лет вот такое происходит, и многие жители этим недовольны. Хочу спросить, куда смотрит муфтият и почему этот вопрос не поднимается. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. На днях один брат записал видеоролик. Был он возмущен тем, что он зашел, где большинство проживают чеченцы, и имам чеченец в мечеть, и там он услышал проповедь на чеченском языке. Это его сильно возмутило. Он подходит к имаму, и с имама он спрашивает, почему так. Ну, альхамдулилlah, мы приняли это, мы это изменили, исправили, альхамдулилlah. Но у меня вопрос к этому брату. Как я понял, ты, брат, такой, как сказать, искренне верующий, такой, который мусульманин, да, переживает за умму, да, вот такой ты брат такой, да, искренне. Почему тебя не возмущает то, что вы живете в чужих домах, на чужих землях? Это почему вас не возмущает ваших ученых, ваших имамов? Почему вы не подходите, не спрашиваете, что можно ли жить в чужих домах? Эти дома не наши деды построили, не мы построили. Эти люди построили, они жили, их выслали. Мы пришли, нас заселили туда. Но после этого, сейчас же можно выйти с этих домов? Можно же отдать это село или этот дом? Почему тебя это не возмущает? Сделай обращение братьям, которые в Калинауле живут, или Линауле живут, аварцы. И своим лакцам сделай обращение такое, искреннее такое есть. Сделай обращение. Вас почему-то это не возмущает, что вы живете в чужих домах. Поэтому у нас есть такая пословица у чеченцев. Шаг не делай, пока вперед не посмотришь. И слова не говори, пока назад не посмотришь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.